Сегодня мы становимся свидетелями, по сути, конституционного переворота. Антиконституционная поправка, противоречащая статье 81 Конституции Российской Федерации, дает право бесконечного правления одного человека. Наша партия КПРФ категорически против этого. Главный закон страны принимается в невероятном темпе. Вчера утром Государственная Дума принимает его. Днем рассматривает Совет Федерации. В 8 часу вечера финальный текст поступает нам в Мосгордуму. Сегодня мы уже должны его принять. Ночь. Одна ночь на изучение главного закона страны, поправок на 71 страницу. Так, на минуточку. Кто входил в рабочую группу по внесению изменений? Давайте посмотрим. Деятели культуры, артисты, спортсмены, некоторые никогда даже ранее не читавшие Конституцию. Что они нам предложили? Открываем 67-ю статью, особенно те депутаты, которым вот сейчас весело. Давайте откроем 67-ю статью и посмотрим, значит, в статье о территориях, что мы там видим. В нее воткнули, я по-другому даже не могу сказать и слов подобрать, детей и Бога. То есть идет территории, границы, внутренние воды, море, воздушное пространство, и вдруг дети и Бог. Очень уместно. Кому-то хочется быть президентом в 5-й, 6-й раз. Офшорно-олигархическому окружению президента хочется и дальше наживаться на стране, на простых людях, еще и следующие десятилетия. А что дается простым людям? Чтобы простые граждане пошли и поддержали вот эти антиконституционные изменения. Что дается им? О каких социальных поправках говорят здесь депутаты от правящей партии? Может быть, пенсионный возраст снизили, как просят люди, как предложили депутаты от КПРФ в Государственной Думе? Нет, к сожалению, отклонили. О какой индексации пенсии речь? О том, что и так прописано в федеральном законе, то, что и так должно соблюдаться, что пенсии должны индексироваться каждый год. Но проблема-то в том, что размер нищенских пенсий зависит как раз-таки от государства, от правительства. И так и будет зависеть дальше. Индексируется, как правило, пенсия на официальный уровень инфляции, а не на тот реальный, который видят люди в магазинах. Ничего не изменится и на сегодняшний момент. Вносится поправка о минимальном размере оплаты труда. Здорово. Но величину-то прожиточного минимума, из которого складывается этот самый минимальный размер оплаты труда, определяет как раз правительство. А Министерство труда ставит вопрос о его снижении. О, как весело. И мы это должны прописать в Конституции, поддержать. Так где для людей-то тот свет в окошке, ради которого они должны пойти 22 апреля и поддержать эту Конституцию, я не вижу. Где поправка о собственности людей на недра, о распределении, справедливом распределении средств от продажи недр? Нету. Где поправка о запрете на владение недвижимостью за границей правительству, сенаторам, депутатам? Ее предлагали, но ее отклонили. То есть можно выводить деньги за границу, имитировать патриотизм, учить людей любить родину. А в это время жены, дети, виллы, все за границей. Будущее, да, эти люди связывают с другими странами, а не с нашей страной. Почему эту поправку отклонили? Заявления о приоритете российского законодательства над действием международных договоров разбиваются о действии части 4 статьи 15 Конституции РФ, где прямо прописано обратное. Ложь, сплошная ложь. Банальные, элементарные вещи, которые должны регулироваться федеральными законами, нам сейчас предлагают в эти поправки к Конституции принять. Дымовая завеса из псевдосоциальных поправок скрывает одно главное, ради чего правится главный закон страны – обнуление.
И это после тех громких речей о том, что желающих Конституцию поправить нужно поправить желающим мозги. Очень хорошая фраза. Все, что сегодня обсуждается, будет вынесено на якобы всенародное голосование. Но уже сейчас понятно, что оно будет масштабно сфальсифицировано, особенно в части электронного голосования. Такие изменения в Конституцию Российской Федерации поддерживать нельзя. Спасибо.